Продолжаем эфир нашего телеканала выпуском новостей и коротко о главных темах. Еще 150 вахтовиков вывезли с Чииндинского месторождения. Выплаты компенсации пострадавшим от паводка в Якутии должны начать на этой неделе. Евровидение 2021 пройдет по сценарию несостоявшегося конкурса «Все в том же» Роттердаме. За выходные 43 человека выписались из больниц после выздоровления от коронавируса. Об этом в ходе ежедневного брифинга рассказал глава Якутии. Между тем, 41 новый случай заболевания COVID-19 зарегистрирован в регионе за минувшие сутки. Из них 33 в Якутске, 2 в Алдане и 6 в Мирном. Айсан Николаев отметил, что тревожит появление среди больных пожилых людей. Эпидемиологическая обстановка у нас остается такой же стабильной, напряженной. За последние сутки 41 новый случай и количество в общем случаев заражения по республике с начала эпидемии 869. Также, конечно, нас тревожит то, что появляются моменты, связанные с появлением среди больных пожилых людей. В частности, вот после праздников появился из Намского улуса человек, 85-летняя женщина. Да. Есть случаи появления болезни в маленьких селах, в том же Намском районе. Вот. Есть случаи появления заболевших среди вахтовых рабочих в Амикунском районе, в Алданском, в Мирнинском, в Нерюнгринском. Ну, это последние дни. Все, в принципе, случаи локализованы, выявлены. Вместе с тем это говорит о том, что работа с недропользователями, которые массово завозят вахту, конечно, должна усиливаться, и контроль должен быть усилен со стороны и правительства, и Роспотребнадзора, и самих работодателей по тем людям, которые приезжают в республику на те или иные работы. С Чииндинского месторождения вывезли еще более 150 вахтовиков. Рейс выполнялся по маршруту Мирный, Екатеринбург, Минеральные воды, Ростов. По данным оперативного штаба, всего с 3 по 17 мая было выполнено 52 рейса, которыми с Чииндинского месторождения вывезли 5117 человек. О том, сколько заболевших COVID-19 за выходные выявлено в Алданском районе, как обстоят дела с выплатами медикам и как ведут себя алданцы после снятия с города карантина, мы узнаем с места событий у нашего корреспондента Руслана Павлова. Он сейчас на прямой связи со студией. Руслан, здравствуй. Какова эпидобстановка на сегодня? Здравствуй, Василий. За минувшие 2 выходных дня в Алдане прибавление по заражению COVID-19. 5 человек мы получили плюсом. Более подробную информацию доложил глава района Северин Поздняков. 5 человек у нас за выходные добавилось по коронавирусу. Это люди контактные, часть из них уже по контактам была помещена в обсерватор, и пришли анализы, и они сейчас поместились уже в ковидное отделение. А часть новые контакты, это у нас Томодский куст уже подключился, что вызывает определенные опасения. Вот. Определенную работу по подготовке в Томоте мы подготовили. Сейчас у нас есть там обсерватор, в который будем укладывать уже контактных людей, то есть работу разворачиваем уже в том направлении. Но и Алдан у нас тоже границы открыли, люди поехали у нас со всего района. Это начали нарушать масочный режим, несмотря на все предупредительные мероприятия, которые делают у нас и органы полиции, внутренних дел. Масочный режим нарушают. Ну, к сожалению, вот такая, наверное, безалаберность людей, она приводит к тому, что мы пока на этих цифрах и сидим. Потому что уже тут не завозной, а уже внутренние выявления у людей с коронавирусом. Поэтому, конечно, людям хотел бы еще раз всех призвать соблюдать масочный режим, соблюдать те ограничения, которые дает Роспотребнадзор на сегодня, для того, чтобы как можно быстрее закончить мероприятие по коронавирусу.
Дополнительные выплаты врачам и младшему медперсоналу выплачиваются. Еще раз нам подтвердил главный врач Алданской центральной районной больницы Дмитрий Сергин. Также он доложил, что последние случаи больных, которые поступили в инфекционное отделение больницы с диагнозом COVID-19, это бессимптомные больные, что осложняет выявление таких пациентов. Вот что сказал Сергин. У нас все выплаты, гарантированные специалистам, которые участвуют в борьбе с ковид, они произведены. То есть у нас сделан перерасчет за апрель месяц и, соответственно, проведено авансирование за май. Получили и прочий медперсонал, то есть это и водители, и, соответственно, средний медицинский персонал, и врачи. Когда человек поступает в больницу, конечно, это состояние неоднозначное, да, то есть говорить о том, что плохо это или хорошо. Мы с вами понимаем, что поступить в больницу это уже плохо, да, как бы и переживания есть. Однако вот те пациенты, которые поступили, у них нету симптоматики непосредственно на ОРВИ. Вот с этим связано, что у них и тоже бывает сомнения. Однако мы разговариваем с пациентами и показываем их соответствующие показатели, и гемодинамики, и общего состояния, и компьютерной томографии, и, соответственно, у них мнение, конечно, меняется. Я думаю, что осознание идет только после того, когда человек действительно сталкивается. Но это не значит, что мы не должны заниматься профилактикой. Необходимо усилить профилактику и продолжать работу. Режим самоизоляции, равно как и масочный, в Алданском районе сохраняются. Тем не менее, население на улицах стало больше, и как-то население расслабилось и редко соблюдает меры безопасности. Хотя, как гласит нам статистика, и последние 5 случаев, рост все-таки есть, и прогресс в данном случае есть. Ну, население подумало, что все-таки уже болезнь отступила, но, тем не менее, как мы видим, она рядом и поблизости нас. Василий. Да, Руслан, спасибо. На прямой связи со студией был наш алданский корреспондент Руслан Павлов. Амиконские волонтеры приняли участие в общероссийском проекте «Продуктовая помощь». В эти выходные приобрели продукты питания, сформировали из них наборы. Только в Уснере их доставили 70 одиноко проживающим и остро нуждающимся пожилым людям. Всего в районе насчитывается порядка 90 волонтеров-активистов. Началась акция оказания бесплатной одноразовой помощи продуктовой пожилым людям старше 65 лет, одиноко проживающим и остро нуждающимся. Вчера наши волонтеры упаковали продукты во все наши поселения нашего Наслега. И сегодня волонтеры приступили к фасовке пакетов, которые предназначаются для раздачи людям, проживающим в поселке Уснера. Между тем, в Центре дополнительного образования Мирного изготовили 80 защитных экранов и передали их Центральной районной больнице. Таким образом, они присоединились к всероссийской акции 3D-мейкеры против COVID-19. Идею взяли у коллег из Якутского технопарка. А о процессе изготовления и их эффективности Анна Брянская. В камере 3D-принтера слой за слоем накладывается жидкий пластик. Через пару часов он превратится в крепеж для защитного экрана. Еще совсем недавно на принтере ученики технопарка изготавливали роботов, детали конструктора и даже увлажнитель воздуха. Сегодня педагоги печатают пластиковые экраны. На изготовление такой маски идет 1 час 40. Вот. И, соответственно, у нас очень много времени тратится для того, чтобы распечатать вот такую модель. На изготовление 50 таких экранов ушла неделя. Печатали их и днем, и ночью. Чтобы сделать как можно больше средств защиты, макет пришлось упростить. Пластиковые крепления на голову, которые так долго печаталось, заменили резинками. Казалось бы, простая резинка, но именно такой крепеж очень удобен. Он подойдет на любую голову, любой размер головы. Также эта маска еще удобна тем, что ее можно дезинфицировать, просто побрызгав антисептиком. Ее не нужно стирать, она многоразовая и хорошо защищает, вот как вы видите, прилегает к лицу. Пластиковый экран защищает оболочку глаза и органы дыхания. Он не искажает оптическое изображение и безопасен для зрения. Такой обновке медики рады. В центральную больницу партию уже передали. Коробку разбирали на ходу. Красота же? Красота, да. Да, и главное, ничего не потеет.
Нет, ну тут самое главное – защита лица. Такие маски купить сейчас очень сложно, тем более нам эта спонсорская помощь сделана своими руками. Мы сейчас, видите, как они уже нам дадут или не дадут, мы сейчас всем раздадим, и у нас будет полная защита. 80 экранов хватит на длительный срок, а пока у лазерного станка и 3D-принтера есть время отдохнуть. Анна Брянская, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Теперь актуальная информация по ледоходу на реках Якутии. Итак, на Лени нижняя кромка ледохода по-прежнему находится в пределах Кобяйского района, ниже гидропоста Сангары. С 21 по 24 мая, что на неделю раньше нормы, ожидается ледоход на участке Жиганск-Джарджан. На реке Алдан нижняя кромка ледохода отмечается в пределах Усть-Алданского района, ниже гидропоста Верхоянский перевоз. В устьевом участке реки выше гидропоста Батамай Кобяйского района сохраняется затор льда. На участке реки Амга, Буяга-Амга, продолжается рост уровней воды. На реке Вилюй нижняя кромка ледохода отмечается в Верхневилюйском районе. Подвижки льда в Хатырык-Хамо Кобяйского района и в устьевом участке у гидропоста Промышленный. На реке Колыме нижняя кромка в пределах Верхнеколымского района, ниже гидропоста Зырянка. 20-21 мая вскрытие реки предполагается у гидропоста Среднеколымск. Выплаты компенсаций пострадавшим от паводка в Якутии должны начать уже на этой неделе. Такое поручение главам муниципалитетов дал первый зампред правительства Алексей Колодезников. По предварительным подсчетам, без учета искусственных сооружений на автодорогах, сумма ущерба составляет 64 миллиона рублей. В том числе единовременная материальная и финансовая помощь на компенсацию утраты имущества более 7,5 миллионов. Вместе с тем вице-премьер обратил внимание и на необходимость приведения в нормативное состояние автодорог муниципального, межмуниципального и республиканского значений. По последней информации, в 7 муниципалитетах пострадали 97 домов, где проживает 306 человек. В основном пострадали жители городского округа Якутск, Жатая, Мегино-Кангаласского и Хангаласского районов. Роспотребнадзору дали задание разработать меры по открытию кинотеатров. Инициатором выступил Минкульт России совместно с крупнейшими сетями залов. В сообщении сказано, что возобновление работы кинотеатров на территории страны возможно только после снятия ограничительных санитарно-эпидемиологических мер. Решение принимает руководство органов исполнительной власти в субъектах. Для этого в их адрес направили письма с просьбой в самое ближайшее время проинформировать о возможных сроках возобновления киносъемочной деятельности на территории отдельно взятого региона. При этом съемочный процесс должен будет проходить в строгом соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Евровидение 2021 пройдет в Роттердаме. Напомню, что в этом году конкурс также планировали провести там с 12 по 16 мая. Но его отменили из-за пандемии. На сайте конкурса сообщается, что смотр пройдет в концертном зале «Ахой». Даты полуфиналов и финала будут объявлены позднее. Уже известно, что 18 из 41 музыкантов и коллективов, заявленных для участия в Евровидении 2020, будут представлять свои страны и в 2021 году. Кто отправится в Роттердам следующей весной от России, пока неизвестно. Послабление режима самоизоляции и теплая погода манят людей заняться спортом и выйти на прогулки с детьми. Но важно при этом соблюдать меры безопасности. О них расскажет Сергей Михидов. Из госслужащего в спортсмены и предприниматели. 5 лет назад Аял Толстяков решил заменить рабочий кабинет групповыми тренировками и твердо следует выбранному пути. Сбросив 20 лишних килограммов, теперь Аял – консультант по правильному питанию. Ежедневные утренние пробежки и общение с единомышленниками – такой здоровый ритм жизни мог бы продолжаться, если бы не вмешалась пандемия. Я уже дома сидел больше месяца, наверное. Мы все равно продолжали заниматься с помощью онлайн всяких разных приложений, пытались не терять форму. А сейчас, так как разрешили немножко бегать, небольшими количествами людей, я сразу же выбежал и начал заниматься спортом. И это очень классно. На столичные тренировочные площадки продолжают возвращаться любители спорта. Здоровый образ жизни невозможен без свежего воздуха. Несколько подходов по 10 повторений. Что еще нужно спортсмену для прекрасного самочувствия? Я сидел дома и занимался дома. И смотря со стороны, понимал, что продают алкомаркеты, работают алкомаркеты, а
тренажерные залы не работают. И как-то это неправильно было. И считаю, что государство сделало правильное решение, то, что сделало послабление. Готовилась к весеннему чемпионату по бодибилдингу в фитнес-бикини. Но так как его перенесли, пришлось уже приостановить тренировки, так сказать. Радует, что сейчас разрешили на улице хотя бы заниматься. Между тем, количество новых случаев COVID-19 продолжает увеличиваться. В одном только Якутске накануне за сутки выявили более 60 положительных анализов на коронавирус. Инфекция переходит от человека к человеку, и выявить источники заражения становится все сложнее. За ночь вчера поступило к нам 30 больных. Каждым днем увеличивается. Например, если вчера мы выписали 23, а ночью поступило 30 пациентов. Выходить на прогулку или пробежку – это личное решение каждого человека. Необходимо понимать, что опасность реальна. И заразиться COVID-19 сейчас можно практически где угодно. И послабление режима самоизоляции эту самую изоляцию полностью не отменяют. Поэтому, чтобы оставаться здоровым, просто занятий спортом сегодня недостаточно. Важно исключить контакты с окружающими, находясь вне дома. Сергей Михедов, Илья Сыромятников, Якутск. На этом пока вся информация. До встречи в следующем часе.